Я считаю Асада нелегитимным лидером. Изначально, я объясню в двух словах. Как он пришел к власти? Папа умер в 2000 году. Папа умер. Были какие-то выборы, но он был единственным кандидатом. 99,7% это выборы. Это северокорейские выборы. Это советские выборы. Изначально он нелегитимный. Потом в 11-м, да, тоже нелегитимный. Джордж Буш и Джордж Буш Аравия нелегитимна. Тоже нелегитимный. Но это не преступный легитимный. Есть нелегитимность с демократической точки зрения. Можно я договорю? А в Бахрейне есть нелегитимность с преступной точки зрения. Когда Асад сбрасывает кассетные бомбы на мирных жителей, это уже нелегитимность другого масштаба. Слово «легитимность» подразумевает решение суда. Есть решение какого-нибудь суда, что Асад нелегитимный? Вы считали Пол Пота нелегитимным лидером? Я нет. Пол Пота? Да, не считал. Это трагедия этого народа камбоджийского. Они потеряли страшное количество людей. Но исходя из вашей логики, все лидеры нелегитимны. А вы считали нелегитимным президента Соединенных Штатов, который во время Великой Отечественной войны, Второй мировой, бросил всех американцев японского происхождения в концлагерь? А вы считали нелегитимным президента Соединенных Штатов, который благословил атомную бомбежку 2 городов, где не было особых военных целей? Вы считаете их нелегитимными? Это оправдывает? Минуточку, я просто хочу понять, кого вы считаете легитимным, а кого нет. Я просто хочу критерий, чтобы вы выработали. Критерий какой? Военные преступления. А военные преступления может быть страшнее, чем сброшенные атомные бомбы на города, которые не воюют? Пусть суд решит. Это может быть... значит, пусть суд решит, но не Майкл Бом. Вот, пожалуйста, карта. Это все показывает, что все российские удары, надо зрителям показывать эту карту. Да, только она неправильная. Не эти красивые видео, телешоу, понимаете, которые... карта из Википедии? Нет, это из Washington Post. Надежда на ему дал. А что вы решили? Все удары по оппозиции, политической оппозиции Асада. Это какие организации там политические? Можете назвать политические организации, по которым удары? Свободной сирийской армии. Нету свободной сирийской армии. Есть. Байден сказал. Можно я поясню, что это такое? Ну, это как они читает Википедию. Уровень познания, я не знаю. Задница есть, а слова нет. То есть сирийская армия есть, а слова нет. Она есть. Хочу вам напомнить, что та самая свободная сирийская армия, я уже многократно говорил. Можно я объясню, что это такое? Минуточку. Командир которой разрезал грудину сирийского офицера и съел его сердце. Это голословно. Да. Я знаю Кто это точно. съел это, я не знаю, и вы не знаете. Я знаю абсолютно точно, но ты не скрывал. Хорошо. Он снял себя на видео, он разместил его всюду, он назвался, он сказал, какую группировку он представляет. Хорошо, это голословно. Извините, то есть вот писулька из Washington-Post, это не голословно. А что еще? От какого числа? Это тоже в вашей газете. От какого числа? Эта карта тоже в вашей... От какого числа? После первого удара, в четверг, в пятницу. Майкл, проверь, то есть это неделю назад? Удара? Да. То есть после этого сейчас были нанесены удары, хочу вам сказать, уже по столице исламского немножко есть, да, немножко значит, есть. уже все-таки получается это устаревшая Это карта? для отвода глаз. Это прикрытый. Майкл, у вас какое-то странное представление о прикрытии. Когда ради прикрытия, мне кажется, это когда бомбардировка приводит к тому, что уничтожается, как вами, 2 бульдозера. И об этом докладывается. Результат атаки союзнических сил. 2 уничтоженных бульдозера. Я уже вам сказал, 10 тысяч уничтоженных боевиков, террористов. Кто же вас поверит, что вы их считали? Если вы уничтожали 10 тысяч, а их стало в разы больше. Вы уничтожали, территория выросла. Поэтому мы должны воевать вместе. Нет, чего вы решили, что их 10 тысяч, а не 30 тысяч, а не 100 тысяч, а не 200 тысяч? Назовите любую цифру, вам никто не поверит. Хорошо. В этом же трагедия, Майкл. Так вопрос-то был простой. Вы не боитесь, что время извинений прошло? Нет, я не боюсь. То есть можно продолжать? Нет, надо продолжать именно конструктивно. Я считаю, что Россия может очень помогать, очень может. Но вместе, в одной коалиции. Ну, пожалуйста, вступайте в нашу. Нет, вступайте в нашу. А вы не можете, вы незаконные. У вас есть разрешение Совбеза ООН? Российская коалиция законная? Да, потому что нас пригласил легитимный президент. Да, коалиция состоит из чего? Коалиция состоит... Хезболла, Иран? Нет. А что, чем вам Иран не нравится? Вы с ним только что соглашение подписали. Куда делась международная коалиция? Какая? Сколько мы слышали, что надо на международном уровне... коалиция это кто? Это Путин сказал, что надо ваша международная коалиция это кто? Есть решение Совбеза ООН? Россия есть решение Совбеза. Есть решение Совбеза. Я уже вам говорил, есть или нет? Есть 51-я статья Устава ООН. И который гласит что? Мы бомбим кого хотим? Который говорит, что есть право на самозащиту. На кого напала Сирия? На Америку?
Когда Сирия напала на Америку. Предупреждающие удары, чтобы не было предупреждающие, понятно. 11 сентября. Я уже вам не вам кажется, ответил. что, исходя из этой логики, они должны напасть на вас? Нет. Потому что пока вы всех долбите, У нас они нет вас. террористов в Америке. У вас нет террористов? В Америке нет. Но если поверить исламскому государству, у них другая точка зрения. Они хотят, что вы все террористы. Присаживайтесь, пожалуйста, отдохните, Надо раунд замочить завершился. террористов куда угодно. И Так где что же угодно. вы год террористов так мочите, что как будто их И поливаете это как Путин грязь. сказал. Именно в сатире. Это Путин. Я в курсе, но вы год их не мочите, а поливаете. Потому что их это только все страшная больше и угроза. больше. Да потому что вы воевать ни черта не умеете. Вы только умеете сверху побросать и уйти, как дети Как малые. российский будет воевать? Майкл, я вам скажу так, вы за русских так не волнуйтесь. Потому что вот там, где мы воюем, вы потом внимательно Я не смотрите волнуюсь. и приходите открывать Я второй хочу, фронт. чтобы мы вместе. Вместе? Да. А для начала вместе извольте соблюдать международное право. Майкл, Сталин кровавый диктатор? Да. И нелегитимный. Тихо. И нелегитимный. При этом, когда вам надо было бороться с Гитлером, вы не требовали, что мы будем вместе с Советской Россией, только при условии, чтобы Сталин ушел. Правда? Потому что у нас был общий враг. А сейчас его нет? Нет. Наш есть нет враг общего ИГИЛ. врага? Наш враг Стоп. ИГИЛ. А если и не враг- факт, что это враг России и Асада. Минуточку. Но при этом вы не говорили, Сталин, немедленно прекрати освободить всех из концлагерей. Сталин, прекрати свои кровавые Потому что преступления. у нас был общий враг. Так сейчас разве ИГИЛ не общий враг? Для нас это враг. А для вас это непонятно. Минуточку. Так вы для себя разберитесь. Если вы требуете от России, чтобы Россия вместе с вами боролась, тогда почему говорите, да, ИГИЛ для нас враг, но есть еще и Башар Асад? Потому что Сколько сотен тысяч человек у Башара Асада в армии? уже 125 тысяч. 180. Ну, Семен Аркадьевич, 180. 180 тысяч и 80 уменьшилось тысяч в 2 ополчения. раза. И сколько тысяч в ополчении сирийском? Нет, у Асадовском. Ну, я не знаю. Может... Еще 80 тысяч. Ну, хорошо. А сколько у исламского государства? Ну, где-то 30-40. Чуть побольше, но неважно, там уже под 100 считают. А сколько у курдов? Куры 25 тысяч. Сколько боестолкновений было оппозиционных сирийских сил с исламским государством и какую территорию они отвоевали? Нет, они воюют. Сколько отвоевали территории? Очень мало. Нисколько. Да, а курды да. Курды да. Но Я вам курды- уже говорил. Но курды это не при вас. Курды вообще Курды не о это вас. наши союзники. А эти не ваши Да, союзники? но они плохо воюют, и они плохо Но вооружены. их учили и они плохо обучили. вооружены. Вы их вооружали, вы. Да, но они плохо. Очень многие сбежали в ИГИЛ, между прочим. Подождите, это просто... Ал-Нусру. Это сколько- проблема. Сейчас, это сейчас. проблема. А сколько сбежало из армии Башара Асада в ИГИЛ? В ИГИЛ, я не знаю, но сирийская армия уменьшилась в 2 раза. Естественно, люди гибнут. Сколько убежало? Гибнут, они бросают бомбы с воздуха, Минут, слушайте, они нет, защищены. Люди в армии. Сколько людей Башара Асада сбежало в ИГИЛ? Не знаю. Правильно, потому что они не побегут, потому что малавиты, христиане, их вырежут. И когда вы говорите, Башар Асад должен уйти, когда вы говорите, давайте все поддержим суннитов, вас секундант вообще договорился до сумасшедшей фразы. Он сказал, никогда сунниты не будут воевать с ИГИЛом. Тем самым он сказал, что? Он сказал, что ИГИЛ не является террористом номер 1. ИГИЛ не является апокалиптической сектой. ИГИЛ не является иблисами. А ИГИЛ, оказывается, это порождение суннитов, и с ними можно договариваться. Я не согласен. Я не согласен. Это его мнение, он имеет право на мнение. Я считаю, что ИГИЛ подлежит уничтожению, точка. Все. Так Да. начните уничтожать. Мы уже год. Я понимаю, что немножко вяло. А можно мы спросить должны... другое? Хорошо, понял. А Аль-Каиду вы сколько лет уничтожали? Давайте посмотрим через 6 месяцев, Аль-Каиду как ситуация изменится Давайте посмотрим. после российских Аль-Каиду. бомбардировок. Да, вот Россия уже не только бомбардировки, уже и с моря долбанули хорошо. Вы мне скажите другое. Аль-Каида, сколько лет вы ее уничтожаете? Ну, много лет. Уничтожили? Нет. Талибан, вы сколько лет уничтожали? Это сложная борьба. Уничтожили? Да. Речь идет о уничтожении инфраструктуры. Уничтожение идеологии, Я понимаю, это понимаю. куда сложнее. Я понимаю, инфраструктура, хорошо. Вот вы 10 лет воспитывали Ирак. Ну и как? Вам очень легко критиковать. Ой, очень не Да, говорите. Вы так плохо работаете, что нам легко. Вы вот сейчас Давайте вошли в посмотрим Афганистан. через 6 месяцев, какие успехи. И не по телевизору, не вот это красивое видео. Да. не- Сколько
сколько боевиков были уничтожены. Давайте, через 6 месяцев мы посмотрим. Конечно, посмотрим. Да. Не волнуйтесь. А давайте посмотрим, например... Слишком рано немножко ликовать по поводу российских ВВС. Сейчас, мы вообще не ликуем. Мы просто... Каждый день вы ликуете. Мы вообще не ликуем. Мы все лишь смотрим. Мы не ликуем. Впереди планеты все. Мы все Азии, американцы, дилетанты, а российские летчики самые лучшие в мире. Мы это говорим слышим. О другом. Ну хорошо, что вы это слышите, хотя мы этого не говорим. Мы говорим, что вы вообще не думали, что Россия есть. Я помню, Россия, как сказал Маккейн, это не страна, а бензозаправка. А вдруг выяснилось, что бензозаправка может летать и долбить. Ну хорошо. А бензозаправки не летают. Ну, даже дело не в этом. Давайте будем судить по фактам и не по красивому видео. Да, вы помните такой момент, когда один из кандидатов в президента демократической партии, госпожа Хиллари Клинтон, да. Вы помните, как сказала? она радовалась, когда был уничтожен кровавый ливийский тиран Муаммар Каддафи? Помните? Я не знаю, обрадовалась. Она радовалась, это было видео, обошло весь мир, это было вау, это было счастье. Вот прошло много месяцев. Вы довольны тем, что вы сделали в Ливии? Нет, больше это ошибка. месяцев. И именно поэтому мы не требуем свержения Асада. Мы призываем его к переговорному столу. Вы теперь... А Россия делает все, чтобы он там не появился. Понимаете, в чем дело? Нет, минуточку, вы как раз путаете. Он чувствует опору России и Ирана. Потому что только благодаря тому, что пришла Россия, вы вдруг сказали... Нам больше не надо немедленной отставки Асада. И да, мы за переговорный процесс. И благодаря появлению России Башар Асад сказал, что он за переговорный процесс. Вы о чем говорите? Женева-1, Женева-2 уже 3 года идут. Женева-2 идут 3 года, не привели ни к чему. А в Казахстане сейчас произошла встреча оппозиции, которая дала, кажется, первые позитивные результаты. Без Женевы-1 и Женевы-2. И, Майкл, вы ведь американцы очень законопослушны, правда? Ну, это вообще в крови американца быть законопослушным, так или нет? Да. Почему вы презираете международное право? Я уже ответил, что это соответствует... Какому? 51 главы Я Устава правильно понимаю, ООН. что, исходя из этой логики, любая страна может нанести удар по США, если им покажется то, что США им угрожает? Нет, потому что есть международная классификация террористов. Все понимают, что ИГИЛ – это террористы. Вы найдете террористов в Америке, и потом мы обсудим этот вопрос. Кто все? Вы о чем? А вы не согласны, что Я-то как ИГИЛ раз это террористическая согласен, организация? но не согласны ваши союзники, потому что иначе как произошло? Евгений Поддубный рассказывал у меня в эфире по радио, что вот они вместе с частями сирийской армии вышли на границу с Турцией и видели, как на протяжении 40 километров и вглубь никто не мешал террористам уйти в Турцию. Через Турцию осуществляется передача террористов, оружия, артефактов разграбленных, о чем многократно рассказал Семен Аркадьевич, нефть. Это ваша страна. Саудовская Аравия... Турция наша страна. НАТО. Это союзник, да. Конечно. Саудовская Аравия, которую вы так любите, вторглась в Бахрейн, вела туда 1000 солдат во время восстаний демократических в Бахрейне, уничтожили дикое количество людей. Америка сказала, можно. Майкл. И вы рассорились, в России рассорились с Асадом, с Турцией, со всем суннитским миром. Россия станет врагом номер 1 суннитского мира. Что вы врете про суннитский мир? Что вы знаете про суннитский мир? Я знаю про Турцию. Египет, суннитская страна. Да. Египет, суннитская страна. Египет поддержал Россию. А кого поддержал Барак Обама в Египте? Кого? Да. Кого поддержал Барак Обама? Братьев-мусульман, которых сунниты скинули. Но тех самых братьев-мусульман, которые правят в Турции. Вы говорите, что Саудовская Аравия суннитская страна, а может быть ваххабистская страна. Да. А Киргизия, где население побольше, чем в Бахрейне, например. Киргизия нас поддержала, она суннитская страна. И Россия, великая суннитская страна, где количество суннитов примерно такое же, как в Саудовской Аравии. Поэтому не надо нам рассказывать про суннитов. Это опасно? Потому что это Средняя Азия, это Северный Кавказ. И они нас поддерживают, а не вас. Потому что вы поддерживаете не суннитов. Вы поддерживаете политизированный ислам. Турции, как они поддерживают российские бомбардировки. Кого? В которой из братьев-мусульман? Нет, начнем с президента. Его партия, это партия братьев-мусульман, идеологически турецкий президент И, кстати, если вы говорите о курдах, хочу вам напомнить. Вы говорили о курдах. Скажите мне по секрету, турки отбомбили сколько раз курдов, а сколько раз исламских государств? Это проблема. А как же получается, если ваши союзники курды, вы их разрешаете вашим союзникам Турции бомбить? Турция в очень сложной ситуации. Ой, не говорите, да. Это ужасно.